Министр обороны назначил победителя турнира «Казахстан-Барысы-2024» на офицерскую должность. Руководитель оборонного ведомства лично поздравил военнослужащего спортивного комитета Министерства обороны Центрального спортивного клуба армии сержанта Ярасыла Кажыбаева, ставшего лучшим в борьбе за титул сильнейшего палуана страны. На прошедшей неделе армейский спортсмен Ярасыл Кажыбаев стал чемпионом 13-го республиканского турнира «Казахстан-Барысы». Состязание палуанов проводилось в Астане в спортивном комплексе «Барыс-Арена», где приняли участие 41 спортсмен из городов республиканского значения, областей и Центрального спортивного клуба армии. Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание с руководителями военных кафедр высших учебных заведений страны. Совещание состоялось в рамках учебно-методического сбора. Глава оборонного ведомства довел до участников совещания свои взгляды на развитие военного образования и поручил пересмотреть программы военной подготовки офицеров и сержантов запаса на военных кафедрах с учетом критериев, предъявляемых вооруженными силами. В настоящее время в Казахстане функционирует 41 военная кафедра в организациях высшего и послевузовского образования, где обучается около 15 тысяч студентов. В Атырауской области открыли военный городок бригады территориальной обороны. В торжественной обстановке символическую ленту перерезали первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев. Почетные гости войсковой части 99-245 поздравили личный состав с важным событием и пожелали успехов в боевой подготовке, направленной на укрепление обороноспособности страны. Войскам связи Вооруженных сил Казахстана 30 лет. 31 октября 1994 года директивой министра обороны был создан Департамент связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан. По случаю профессионального праздника Дня военного связиста в Национальном военно-патриотическом центре состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие руководство Министерства обороны, Департамента связи, начальники связи других войск и воинских формирований, ветераны Вооруженных сил, а также представители гражданских организаций связи. Со знаменательной даты связистов поздравил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, который отметил, что оснащение войск связи новейшими системами и внедрение передовых технологий значится в числе ключевых приоритетов развития войск. В Астане состоялся официальный прием военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Приветствуя участников встречи, заместитель министра обороны генерал-майор Бакытбек Сыдыков выразил признательность военным атташе за вклад в укрепление двусторонних отношений между вооруженными силами. Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан. В бригаде противовоздушной обороны Актауского гарнизона состоялся ритуал прощения с боевым знаменем военнослужащих, отслуживших установленный срок. В торжественной церемонии приняли участие 206 военнослужащих, призванных год назад из 9 регионов страны. Среди приглашенных на мероприятие были ветераны вооруженных сил и представители Комитета солдатских матерей Аналар Жүрегі по городу Актау и Мангыстауской области. За добросовестное отношение к службе и качественное выполнение учебно-боевых задач ряд бойцов был награжден грамотой, памятным подарком и фотоальбомом. Стоит отметить, что этой осенью из Актауского гарнизона увольняется более 1500 военнослужащих срочной службы. Армейские спортсмены показали отличные результаты на международном турнире по пулевой стрельбе. В Шымкенте наша страна была представлена сильнейшими стрелками во всех дисциплинах международного турнира Гран-при-33. В соревнованиях приняли участие 190 стрелков из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана. Высокое мастерство показали служащие вооруженных сил Республики Казахстан Елена Файнберг, Ярослав Махнев и Юрий Юрков. Спортсмены принесли в копилку Казахстана золотую, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.